Прошлая суббота была для нашего района праздничной. В этот день зеленая площадка Майдана созвала всех на Сабантуй-2021, чтобы воздать дань земле кормилицы и прославить труд земледельцев. Старинный и вечно молодой, но один из тех немногих праздников, которые собирают вместе всех жителей, отражает культурные традиции, чествует передовиков сельского хозяйства, выявляет сильнейших спортсменов. Долгожданный праздник состоялся, ведь подобных массовых гуляний не было практически 2 года. Из-за пандемии проведение сабантуев было под запретом. Организаторами праздника была подготовлена насыщенная программа, рассчитанная на все возрастные категории. Гостей встречали с хлебом и солью, а также национальными блюдами. Каждый год, чтобы поддержать праздник дружбы народов, традиционно приезжают гости. В этот раз мероприятие посетил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирик Сагитов. Он поблагодарил за поддержку и развитие народных традиций, а также сам принял участие в массовых гуляниях. Очень приятно присутствовать на всенародном, на нашем самом любимом празднике Сабантуй, праздник плуга, как мы его называем. И очень приятно, что сегодня очень много присутствует здесь людей, родных, гостей, которые приехали именно в район. И я от имени главы Республики Башкортостан Ради Фаридовича Хабирова от себя лично поздравляем сегодня вот таким самым народным праздником Сабантуй. На Кармаскалинском Сабантуе было все. Задорные песни и танцы, топот копыт, состязания в силе и ловкости, гостеприимство и радушие. Не секрет, что успех и зрелищность Сабантуя в немалой степени зависит от погоды, и в этот день она была благосклонна, чем порадовала всех участников мероприятия. Мы каждый год стараемся посещать это мероприятие. Наше любимое Сабантуй. Вот только что посмотрели скачки. Мне очень понравилось. Да. Тебе понравилось, Мурат? Да. Да. Давно не видели этих скачек. Очень много игр. Для детей очень весело. На традиционной площадке проведения праздника разворачивались выставочные павильоны национальных подворий. Были представлены башкирские, русские, татарские, мордовские и чувашские юрты. Каждая из них демонстрировала историю, быт и собственные традиции, где были представлены национальные блюда, напитки и звучали народные песни. Особый колорит для гостей и участников праздника внесли интерактивные этнографические площадки. Традиционной частью праздника стала ремесленная лавка. Здесь можно было узнать азы бортничества, изготовления кумыса или ткацкого дела. У Маткулова Фанзия наглядно продемонстрировала двухремизный напольный станок для изготовления половиков, основным сырьем для изготовления которых раньше использовали крапиву, лен, а чуть позже шерсть. Работали с лучиной и проверяли мастерство. Хорошие мастерицы ткали половичок 3-5 метров за ночь. Вот я привезла ребяткам показать 100-летней давности сотканный половичок. Это из крапивы. Вот посмотрите, старая вещь, бабушки сохранили. Труженики сельского хозяйства получили почетные грамоты и благодарственные письма из рук заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирика Сагитова и главы администрации Кармаскалинского района Альфира Сабирова. Обращаясь к собравшимся, Альфир Фархатович поздравил всех с праздником плуга и поблагодарил тружеников села за их нелегкий труд, верность избранному делу. В этой же части праздника состоялось вручение юбилейных медалей гражданам, внесшим весомый вклад в становление и развитие района и республики. Победителям различных районных конкурсов вручили дипломы и грамоты. Гвоздем торжественной части стало вручение звания «Почетный гражданин района». Это звание присваивается раз в год на празднике Сабантуй. Каждый Сабантуй ознаменован играми и конкурсами, пришедшими к нам из далеких времен. Традиционными стали конкурс тарантасов, «Запрягайте, хлопцы, коней» и, конечно же, состязания скакунов. Без всякого преувеличения можно сказать, что конно-спортивные состязания являются самым зрелищным видом праздника плуга. Так, молодцы, ребята! Итак, под номером 7-5. После развернули спортивно-массовые мероприятия, игры и аттракционы. Самым захватывающим среди них, пожалуй, традиционно остается национальная борьба куреш. Местные батыры выявляют самого лучшего курышиста, чтобы в конце на плечи поднять уже не соперника, а главный приз – барана.
Лучшим батыром и абсолютным чемпионом признан Акчурин Радив из села Кабаково. Также на Сабантуе механизаторы соревновались в устранении неполадок тракторов. Районная инспекция Гостехнадзора приготовила для трактористов непростое испытание. Всего за 10 минут нужно было найти 3 неисправности сельхозтехники. Один за другим мужчины пробовали свои силы. Здесь же можно было сдать экзамен по правилам дорожного движения. Центром спортивных состязаний стала площадка игровых видов спорта – мини-футбола и волейбола. Здесь встретились команды аппарата правительства Республики Башкортостан и команда Кармаскалинского района. В упорной игре победу одержала команда гостей. Бұл байрамда түрлі концерттар, ярыштар була. Шулардың ең бірі, ең яратқаныбыз біздің үшін волейбол. Біздің волейбол командаһы бар. Шуға біз ел сайын бір ай районға, Сабантуйға келіп волейбол ойнарға тырышабыз. Мына быйыл Кырмыскалы районында. Встретились с ребятами, чтобы сыграть против команды аппарата правительства. Игра была очень напряженная, интересная. Все получили огромное удовольствие от этой игры.